К юбилею Великой Победы информационная служба национальной вещательной компании «Саха» продолжает рубрику о судьбах якутян, участников Великой Отечественной войны под названием «Мы помним». Прямо сейчас смотрите специальный сюжет. Ну а информационная служба НВК «Саха» благодарит вас за внимание. Мы следим за развитием событий. Берегите себя. До свидания. Жительница Якутска Альбина Черепанова узнала о рубрике «Мы помним» в выпуске новостей нашего телеканала. Она пожелала рассказать людям историю своего дяди, участника Второй мировой, якутянина Михаила Винокурова. Потомок донских казаков Михаил Винокуров родился в 1914 году в Нюрбинском Улусе. Там окончил школу. Он прекрасно владел русским и якутским. В довоенные годы учился в столице в пединституте. В начале войны не хватало учителей. Многие ушли на фронт. Тогда студента Михаила направили в поселок Бичинча Ленского района, где он стал работать в местной школе завучем по учебной части и преподавать якутский язык. В 1941 году он женился на Анне Ивановой. В той же школе она была учительницей начальных классов. А спустя небольшое время Михаил Винокуров ушел на фронт. Такое жуткое время было. Все плачут, кто-то поет. И все люди, пока парохода не стало видно, и ни дыма, ничего, все это самое проводили вот этот пароход. Это было в июле 1941 года. Вперед! Михаил попал на Украинский фронт, участвовал в освобождении городов Кривой Рог, Ворошиловград и в тех краях был тяжело ранен. Долго, почти полгода лечился в Кировоградском госпитале. В 1943-м он написал несколько писем домой. Сохранились весточки Михаила, адресованные родной сестре Александре. В 90 километров от Днепропетровска под натиском наших войск враги постепенно отступают. Деревни почти пустые. Люди где-то скрываются, жуткая картина, ни одного человека не видим. Но мы отомстим им за содеянное преступление. Всех обнимаю, старший брат Миша. Последнее письмо от Михаила пришло из Украины, видимо, написанное перед наступлением. Здравствуй, дорогая сестра Шура. Пишу из Кировоградской области. Идет дождь, слякоть, свистят пули, рвутся снаряды. Скоро идем в атаку. Шура, ты должна гордиться тем, что твой брат служил в Красной армии и бьет фашистов. Мы должны победить, мы обязательно вернемся домой. После этого краткого сообщения писем от него больше не было. В то время шли тяжелые бои за освобождение Украины. Сотни русских солдат сложили головы на переправе через Днепр и в боях за Киев. Вероятно, якутянин Михаил Винокуров тоже погиб в одном из таких сражений. Долго писем не было, и потом писал его командир. «Привет с фронта. Здравствуйте, незнакомая мне Александра Ивановна. Миша убит, но пал смертью храбрых на поле боя. Умирая, он сказал и просил передать вам прощальный последний привет. Он похоронен в селе Тишковка Златопольского района Кировоградской области Украины. Мы очень скорбим вместе с друзьями об его смерти». Когда Михаила призвали на войну, его супруга ждала от него ребенка. Анна родила мальчика Юру. Отец о рождении сына так и не узнал. Сама Анна не верила в гибель мужа. По словам родных, она с грустью вспоминала короткую, но радостную и счастливую жизнь с Михаилом. Анна до конца своих дней сохранила верность мужу и никогда не переставала ждать любимого с войны. Когда жила в Верхневилюске, обязательно с Юрой все время на берегу реки Вилюя ждем первый пароход. Думаю, что, может, он приедет. И она всю жизнь его ждала. Каждый раз во время праздников, особенно, 23 февраля, 9 мая, она от телевизора не отходила. Все, хоть пусть ей 80 лет, она ждала. Она говорит, может, говорит, я его увижу.
Добавим, что о судьбе Михаила Винокурова написано в нескольких книгах. Жизнь солдата продолжилась в его сыне, 3 внуках и нескольких правнуках. Они новое поколение якутской медицинской интеллигенции. На поля Великой Отечественной войны, по данным, были призваны 60 тысяч якутян. Больше половины из этих людей домой так и не вернулись. Это тысячи историй жизни защитников Родины, судьбы людей, павших смертью храбрых, а также выживших и положивших конец самой страшной войне 20 века. Если у вас сохранились письма, если вы цените и чтите подвиги ваших отцов и дедов якутян, хотите, чтобы их истории знали, говорили и помнили, так же, как, например, про судьбу Михаила Винокурова, то обращайтесь в редакцию новостей НВК «Саха», и частная история вашей семьи станет общей гордостью республики. Влад Давыдов, Дмитрий Сергучев, Семен Афанасьев и Ольга Захарова, НВК «Саха», Якутск.